Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какой резкий поворот готовит вам судьба в жизни? Что это будет? Как это будет? Как для вас проиграется? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свои временные рамки. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Ну что ж, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Яйцо проклевывается. Очень крутой символ. Символ надежды, символ будущего, новых начинаний, новых возможностей. А у кого-то даже отыграется рождение ребенка. Мои хорошие, яйцо — это жизнь. Яйцо — это ваше будущее, проклевывается. Будущее настает уже сейчас. Будущее настанет тогда, когда вы загадали. Вот та самая новая жизнь, к которой вы всегда стремились, о которой мечтали, которая снится вам по ночам. Можно сказать, что вы дождались. Видите, рядом ангел стоит. Кстати, у вашего ангела 4 крыла. Это прям, я вам скажу серьезно, это не просто так. Обычно 2 крыла, но если человек ведет праведную жизнь, человек такой, вот знаете, мученик, страдалец за правду, за честность, за справедливость, человек покорно принимает удары судьбы, при этом продолжает помогать людям, животным, да, никак не обозлился на мир, на высшие силы. Да, у ангела прирастают новые крылышки, и ангел становится сильнее, больше становится и активнее вас защищает. И у ангела больше возможностей вас защищать. И защищать не только вас, но и ваших близких. Видите, помогает проклюнуться птенцу, помогает с этим яйцом. Очень сильный знак. Вот можно сказать, что да, наконец-таки вы дождались. Вы дождались лучшей жизни, и лучшая жизнь наступает уже сейчас. Возможно, вам помогает в этом ваша выдержка и терпение, ваши собственные силы, ваше родовое наследие. Но и опять же, у нас коридор затмений, а в коридор затмений возможно все. Это такие порталы, это такие тектонические разломы, когда действительно жизнь может радикально, роковым образом поменяться раз и навсегда. Многие боятся, но вам бояться не надо. У вас сразу показан очень хороший, обнадеживающий знак новой жизни, счастливой и доброй для вас. У кого-то, кстати, вот реализация ваших идей, да, что-то вы задумали, о чем-то мечтаете, чего-то хотите, вот получится. Получится намного лучше, чем задумали. Будет ярче, чем планировали. Но сами небеса вам в этом помогают. Конечно, с таким подспорьем все возможно, все будет. Дальше, мои хорошие, в корне рисунка показаны песочные часы. Видите, вот четко песочные часы. Время, да? Часики тикают, время идет. Вы буквально, действительно, ну вот со дня на день, скорее всего, да, в ближайшее время, как будто бы коньки на ноги оденете. Коньки — это скорость, это быть резким, быстрым, шустрым, человеком, который видит цель, не видит препятствий. Ускорения в жизни вам идут. Коньки. Получите коньки. События в жизни начнут бешено ускоряться. И там, где обычно вы ждали, либо нужно было там действительно там просто лечь и поспать, да, чтобы дождаться, то теперь события максимально ускоряются, и жизнь действительно будет быстро протекать. Да? Вот все быстро, получается быстро, случается быстро. Тут буквально не успел оглянуться, а уже что-то получил, да? Либо что-то идет в ваши руки, что-то решается, что-то делается. Хороший знак, очень хороший. Дальше показана встреча, которая вот изменит вашу жизнь, изменит до неузнаваемости. Встреча
с очень сильным и мудрым человеком. Опять же, да, вы все разные. У кого-то это будущий избранник, избранница, а у кого-то это действительно мудрец, знаток, сильный мира сего, который своим влиянием, своей мудростью, своим знанием влияет на вашу жизнь, влияет, помогает вам в жизни, применяет свои способности, принимает активное участие в том, чтобы ваша жизнь менялась к лучшему. Этот человек вам как родной станет. Вот такое отношение, да, вы полюбите этого человека, вы будете ценить этого человека, дорожить этим человеком. И каждый раз вы будете благодарить небеса за то, что этот человек в вашей жизни появился. У кого-то, как я уже сказала, да, избранник, избранница, спутник, спутница жизни, а у кого-то это действительно покровитель, причем очень добрый, очень надежный и очень любящий вас, вот прям берегущий вас, да, как земной ангел-хранитель. Вот это ваш небесный ангел-хранитель, а здесь у вас земной ангел-хранитель. И что интересно, показано с левой стороны. То есть вы, скорее всего, уже не ждете. Не ждете, либо в это не верите и говорите, да, мне 55, да, либо 65, 75. Какой может быть избранник? Какая может быть избранница? Может, понимаете? Мы с вами смотрим на ваше будущее. Мы с вами смотрим на то, что судьба для вас приготовила. А у судьбы там козырей в карманах, в рукавах не сосчитать. Понимаете, все может быть. И то же самое встретить покровителя. Даже если вы живете очень такой отшельнической жизнью, живете где-то в каком-то маленьком скромном городке, да, где у вас там особо никого не появляется. Вот поверьте, судьба найдет путь, чтобы этого человека к вам подвести, а вас к нему. И чтобы вы познакомились, и чтобы вы подружились, и чтобы вы взаимодействовали, да, чтобы вы получили свою помощь. Вообще мне идет, что этот человек какой-то звездный, да, звезда, талантливый, способный, знаменитый, у кого-то по звезде отыграется, непростой человек. У кого-то еще отыграется, что человек, возможно, носитель дара, может быть, и не реализует он свой дар, но тем не менее носителем является. Да? У человека чуйка есть, у человека видение есть, и человек этим по жизни руководствуется. Да? Это ему в жизни помогает, ну, либо ей помогает. Так что не думайте как. Не думайте как. Судьба найдет путь, поверьте. И не такое в жизни бывает. Дальше, мои хорошие. Видите, вот здесь показано, что вы на чью-то протянутую руку откликнитесь. Вам кто-то протягивает руку, и вы ее принимаете. Ну, может быть, это рука помощи, может быть, это рука вот помириться с вами хотят, подружиться с вами хотят, в отношения с вами хотят. Но больше мне все-таки идет как помочь и как помириться. Да? Может, у вас с кем-то ссора произошла, разлад, скандал, разногласия. Расстались, развелись, как-то вот по жизни разошлись. И я вижу, что этот человек протянет вам руку. Причем не одну, а две протянет руки. Но очень сильно захочет с вами помириться. И какой бы сильная обида ни была, вы найдете в себе силы простить. Вы найдете в себе силы откликнуться, да? Помириться, восстановить отношения и вывести эти отношения на новый уровень. У кого-то действительно помощь идет, помощь. Возможно, вы из той редкой категории людей, которые могут помогать всем без разбору, но при этом не могут, не умеют, не обучены принимать помощь сами. Очень часто таких людей я встречаю. Добрые, открытые, но судьбы обычно очень тяжелые. У кого-то, да, кармическая отработка за прошлое, а кто-то, в принципе, да, там родители научили, да, чужое не бери, зато другим помогай. То есть это вот такие установки с детства идут. Ну вот кому-то, да, двумя руками будут помогать, и вы наконец-таки разрешите, чтобы вам помогали, и помощь примете. У вас событие с правой стороны, но это как заслуженное событие, это как событие, которое во благо вам идет, на благо, во благо. И очень многое вам дает. То даже не просто момент помириться и не просто момент помощи получить. Здесь именно взаимодействие честное, доброе, положительное. Но опять же, у вас что-то тоже меняется, потому что раньше вы бы точно отказали, а теперь вы принимаете и не жалеете, что вы приняли. Дальше показан какой-то вулкан, который прям уже долго рвется, взрывается, лава
во все стороны течет, брызгая, да, вот какое-то событие долгоиграющее, событие трагичное, событие очень болезненное, неприятное, опасное, страшное. Видите, прям фонтанирует этот вулкан, постоянно вот пепел, камни, лава летит на головы людей. И никто уже не верит, что этот вулкан потухнет. Никто уже как-то, знаете, не надеется, да, что какие-то изменения будут. Но видите, рука Всевышнего буквально закрывает этот вулкан. Да, вот так его накрывает, говорит, все, хватит. Хватит людей кошмарить, хватит быть болью человеческой жизни. Как вмешательство высших сил от беды избавляет, причем долгоиграющие беды. При помощи, да, молитвами к высшим силам, волей высших сил, призывом высших сил, да, вот закрывается этот вулкан. Но тут же и предупреждают, что некоторые люди очень сильно заинтересованы, чтобы этот вулкан продолжал всех пугать, продолжал всех кошмарить. И вот эти люди, имена этих людей станут известны, станут понятны. Те люди, они, не знаю, то ли на этом деньги делают, то ли они на этом имя делают, то ли еще что-то они делают. Да? Но им выгодно это все. И вот все это обнаружится. Обнаружится. И ну, если раньше люди там сомневались в высших силах, либо претензии были, да, боженька, за что нам этот вулкан на голову постоянно лаву плюет и камни кидает, то теперь станет понятно, что это не боженька, это все делают люди, заинтересованные люди, есть интересанты, да, которые это все организуют. Вот прям поименно, да, можно будет их всех посчитать, да, кто это делает. Вот так высшие силы проявляют заботу о людях и выявляют таких вот мерзопакостных людей, да, вот кто на самом деле все это организовал и сделал. И еще, мои хорошие, здесь как какая-то остановка, передышка, понятно, будет. И если вы что-то хотели, там, уехать, приехать, где-то побывать, вы можете это сделать. Либо чего-то добиться вы хотели, вы можете это сделать. Вам нельзя тратить время. Здесь как бы все берете на себя, ответственность берете на себя. Просто берите и делайте. Воспользуйтесь этим затишьем для того, чтобы добиться своего. Вот как-то так показали. Дальше. Вот здесь буквально высшие силы кого-то выталкивают в новую жизнь, выталкивают через каких-то людей. То есть люди, триггеры, да, из-за людей вы можете, например, уволиться с работы и перейти на новую работу. Из-за каких-то плохих людей вы можете даже переехать. Да, переехать на другой конец города, либо вообще в другой город, а кто-то и в другую страну. То есть люди, они как орудие в руках высших сил. Ну, понятно, что если вам ангел явится и скажет, бери вещи, уезжай, либо бери, собирай свою коробку и увольняйся, ну, вы же испугаетесь, правильно? Ну, вот через людей. Вы будете обижаться на этих людей, но не надо на них обижаться, лучше потом поблагодарите. Потому что по-другому вы бы с насиженного места, каким бы оно адским ни было, вы бы не съехали, вы бы не переехали. Поэтому через руками, вернее, этих людей вас выталкивают в новую жизнь. А на новом месте у вас действительно начинается новая жизнь. Там будет больше возможностей, там будет больше хороших людей. Там вы расцветете, и у вас все прекрасно будет. Даже здоровье улучшится у многих. Может, там климат вам лучше будет подходить, либо меньше нервотрепки, восстанавливается нервная система, меньше вот интоксикация организма идет. Такой прям серьезный момент показали. Дальше. Вот жук большой. Жук, который карабкается вверх. Жук очень похож на такого с рогами. Знаете, как они правильно называются? Скоробей, наверное, какой-то у вас тут вышел. Это знак богатства на самом деле. Прибыли, богатства, шальных денег у кого-то отыграется. У вас этот жук, он очень крупный, но вы сами видите. Вот его тельце, вот они его эти рога, и вот они его лапки. И он ползет вверх, он поднимается. То есть судьба поможет тем, кто желает больше зарабатывать, увеличить свои доходы. В принципе, да, более-менее стабилизировать свою жизнь в материальном плане.
Судьба вам точно поможет, вы выкарабкаетесь. Ваш вот этот жук, скоробей, он вылезет на самый верх. Хоть сейчас это кажется невозможным, да, скорее всего, у вас там не такая высокая зарплата, либо как-то очень сильно за последнее время ухудшились дела. Кстати, они ухудшились у всех, это как бы общее явление по всей планете, так, я вам серьезно говорю. Вот, но ваш жук, он вылезет вверх. Вот кто зашел на эту отсыпку? Мои отсыпки не так-то много людей смотрят. И я никого не приглашаю на свои каналы, я никого не зазываю там подписываться, лайкать, ни в коем случае. Я всегда работаю именно как медиум, да, который передает и волю, и желание, и послание высших сил. И если вы видите мое видео, вам надо это знать. Подписываться на меня не надо. Когда высшие силы хотят вам сказать, вы найдете то правильное видео, которое вам откроет глаза, которое даст вам подсказку. Вот, раз он здесь показан, еще такой крупный, смотрите, он как ангел, да? Да, они одинаковые с ангелом, и он выползает. Еще у вас руна Беркана, понимаете? Вот, он до Берканы ползет, все у вас будет шикарно. Даже если вы в это не верите, даже если не ждете. И единственное, что вам нельзя бездействовать. Вот бездействие для вас это прям как самый страшный блок. Бывают такие люди в минуту отчаяния, они складывают ручки, они говорят, ну все, это конец. И замирают, да, жизнь замирает, становится на паузу, как заморозка идет. Вот этого делать нельзя. Вы должны быть активны, вы должны быть продуктивны, вы должны хотя бы просто минимально двигаться. Да? Вот движение должно быть в вашей жизни. И тогда ваш этот скоробей, он и до Беркана, и даже Беркану переползет. Это вы должны знать. Будет такая возможность. И даже не одна возможность. Скоробей, в принципе, по себе знак богатства. Вот. Так что кто хочет, тот заработает, тот богатым станет. И я не побоюсь этого слова. Действительно станет богатым. Да, возможно, не в тот срок, который вы загадали, но вы в тот срок уже увеличите свои доходы. А дальше не остановитесь, дальше пойдете и богатство свое обретете. Заработать большие капиталы никогда не поздно. Опять же, деньги не только через работу приходят. Это вы тоже должны понимать. Ну, все взрослые люди, наверное, да, все знают об этом. Дальше, мои хорошие. Вот тут какая-то ситуация, когда ваши недоброжелатели буквально рассыпаются на части, слабеют очень сильно. И будет достаточно, я не знаю, там, как пнуть, да, толкнуть, и ваши эти недоброжелатели посыпятся, как карточные домики. Как будто бы это даже и не люди, а какие-то макеты, да, слабеют ваши враги, у них заканчиваются силы, у них нет подпитки, у них нет поддержки. И какое бы зло за ними ни стояло, злу никак не сравнится по силе со светлыми силами, да, с добром не могут сравниться. Зло, оно ведь конечно, а добро, оно вечно. Смотрите, вам говорят, что наступит такой день, когда буквально ваши недоброжелатели и враги, вот их будущее будет зависеть от вас. То есть у вас в руках как будто бы решение, да, казнить либо помиловать. Вы знаете, мои хорошие, несмотря на то, что добро, оно вечно и оно призывает, да, к терпению, к принятию, к прощению, вот здесь вам нельзя медлить и вам нельзя допускать повторов в своей жизни. Вот враги ослабели, ничего вам сделать не могут. Но они же могут и вернуть себе силы, да, они же могут восстановить свои силы. То есть, когда вам предоставится возможность расправиться со своими врагами и недоброжелателями, не мешкайте, делайте это, делайте, ни о чем не думайте. Вам на это дается зеленый свет. Нет, не просто зеленый свет, вас призывают, да, призывают стать возмездием либо покаранием над вашими врагами и недоброжелателями. Вы как меч высших сил, который рассекает зло, на части рубит. Вот и все. Вот как-то зависимы они от вас. Либо от вас все зависит, либо вы что-то про них узнаете, либо у вас будет какой-то компромат на этих людей. То есть нельзя это скрывать, нужно это все выявить, да, нужно наказать этих людей.
Там, пусть они будут наказаны, пусть понесут справедливое наказание. Вот станьте мечом в руках высших сил. Вот, потому что, я так понимаю, эти люди не только вам вредили, но и другим жить не давали, другую, там, чужую кровушку тоже попили. Вот, жалеть нельзя, нельзя. Да. Так, еще. Вот про женщину показывают. Женщина, которой в жизни очень тяжело. Женщина, которая все вот на себе несет, тащит. Говорят, что у этой женщины дорога через море будет. Как море, океан, может быть, может и не одно море, и не один океан. То есть куда-то вы далеко заедете, поедете, да, и поедете как будто бы, ну, не знаю, к суженому поедете, скорее всего. Возможно, это брак с иностранцем, либо переезд с любимым человеком, как иммиграция, да, вам на роду написано. Будет очень много сложностей, будет все непонятно, будет страшно. Ну да, что там в другой стране? Ждут ли нас там? Как жизнь сложится? Но говорят так, что там, где вы есть, оставаться нельзя, ничего хорошего не будет. А на новом месте у вас действительно будет вот все, что вы хотели, о чем мечтали. Не сразу, не за один день, но вы все это получите, заработаете, сами себе обретете, там вместе будете стараться. То есть достойная жизнь для достойных людей. А на том месте, на котором сейчас находитесь, либо долго проживаете, там как бы не сладко будет, очень не сладко. Условия могут ухудшиться очень сильно. То есть буквально вам говорят, не бойся трудностей, не бойся начать все сначала, с чистого листа. Хуже – это то, что сейчас с тобой происходит. Там будет действительно и хуже, и прям пожалеешь, да, если останешься. А вот если уедешь, переедешь, все у тебя будет хорошо. Не сразу, не за один день, сами понимаете, да, не дети ведь. Но все у вас будет хорошо. Не бойтесь этого. У вас это в судьбе прописано, как счастливая ветка жизни. А если у вас дети есть, для детей вообще идеальный вариант. Вам дети всю жизнь будут спасибо говорить, что вы им дали такую новую жизнь. Да. Так, еще резкий поворот. Но тут показывают маму, либо отца, который для ребенка вот что-то хочет сделать, добиться, куда-то ребенка своего направить. Вы знаете, в момент, когда покажется, что все потеряно, что уже ничего не будет, что вы потерпели фиаско, вот придут хорошие новости. Это ваш прорыв, и это ваш очень мощный вклад в жизнь и судьбу вашего ребенка. Может, это речь идет о каких-то вузах, либо о каком-то образовании, спорт, может быть, какие-то документы для ребенка. В общем, вы этого добьетесь. В момент, когда вам покажется, что вы проиграли, на самом деле придут новости, что вы выиграли. Вот как-то так показали. Может, вы уже сейчас сидите на иголочках и очень сильно переживаете. Да? Будет еще чуть похуже, но потом придут хорошие новости, что все-таки да, вы молодец, вы это сделали, вы этого добились, да, для своего ребенка. Так, дальше. Лису показывают. Лиса, которая подавится каким-то гусем. Вот реально закашляется и подавится. Гусь не по зубам. Я так понимаю, что здесь не речь о воровстве, либо о каких-то таких злых происках людей. Больше, наверное, похоже на попытку сманить, переманить, соблазнить мужчину. Допустим, женщина-охотница ищет себе мужчину. И этот мужчина ваш муж, либо ваш сын. Просто гусем показали. Благородный человек, да? Гусь благородный. И лиса хочет его съесть, то есть сделать своим, да? Подпитаться им. Но подавиться. То есть вы можете считать, что ваш мужчина простоват, что его легко обмануть, либо сын у вас такой простоват, легко обмануть. На самом деле лиса подавится этим гусем. Гусь очень непростой, и гусь знает, гусь чувствует, он понимает, что от него хотят.
Да, не получится. Не получится подавиться. Так что не переживайте. Кто переживает за сына, кто переживает, что там у мужа какая-то полюбовница завелась. Нет, нет, ничего там и близко не будет. Ваш мужчина не дурак, далеко не дурак. Он может так себя иногда вести, ну, дурачиться, да, но не дурак абсолютно. Очень такой вот прям продуманный, такой прям просчитывает, наперед видит, у него там куча проверок есть. Нет, нет, подавится, 100% подавится. Ну и кто думает, что у мужчины любовница завелась, ничего подобного. Не нужна ему любовница, и таких хитрых любовниц и даром не надо, понимаете? Мужчина не будет тратиться. Нет. Как только он поймет, что ей нужны деньги и подарки, так сразу нахрен пошлет. Да так сильно, что эта любовница надолго запомнит. Не переживайте. Так, в самом венце у вас очень хороший знак. Знак, что вы расправляете свою спину. Сейчас у вас спина буквально колесом, круглая, да, от тяжести. Может, у вас действительно проблемы со спиной. Но может потому, что так сильно вас давит груз проблем, что спина вот, ну, буквально вот хрустит и ломается. Спина у вас выпрямится. Почему? Потому что у вас надежный человек рядом. Человек, который буквально разгружает вашу спину. Человек, который перетягивает самое сложное, самое тяжелое на себя. Но у кого-то появится специалист, да, который вашу спину и выпрямит, и подправит, и будет лучше, чем прежде. Да? Возможно, какой-то массажист, либо какой-то мануальщик, там, кто этим занимается. Да? Все будет хорошо. Спина не сломается, а наоборот будет красивой, ровной, гордой. Да, осанка будет у вас, что надо, все у вас будет замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, воистину да будет так, так оно и будет. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.